10 лет назад в России вышел в свет первый путеводитель по аномальным загадочным местам Земли. В него вошли малоизвестные, но уникальные Медограбинские водопады. Именно туда мы отправляемся, чтобы выяснить, в чем загадка этих мест. Медограбинские водопады находятся в 70 километрах от Владикавказа. Это около 2 часов езды по крутым серпантинам Куртатинского ущелья. Еще 10 лет назад к водопадам можно было попасть быстрее, за полчаса через печально известное Кармадонское ущелье. После схода Колки дорога полностью оказалась под ледником и до сих пор заблокирована. Тем не менее, туристы вряд ли пожалеют о лишних километрах пути. Природные красоты тут так и просятся на пленку фото и видеокамер. Минуя Куртатинское ущелье, мы попадаем в живописную Даргавскую долину. Большая часть пути уже позади. До водопадов остаются считанные километры. Главное – запастись терпением и документами, удостоверяющими личность. Старший пограничного наряда капитан Борисский. Предъявите ваши документы. Даргавская долина – это пограничная зона. Медограбинские водопады, низвергающиеся с вершин главного Кавказского хребта, по сути являются природной границей между Россией и Грузией. Именно поэтому туристы проходят обязательный паспортный контроль. По будням пропуск можно получить только во Владикавказе в погрануправлении ФСБ России. Мы же советуем отправляться к водопадам в выходные и праздничные дни. В выходные, официальные праздничные дни пропуск можно получить здесь, вот непосредственно на посту пограничного контроля. Здесь сотрудники заставы постоянно службу несут, выпишем здесь. После зоны контроля дорога на Медограбин открыта. Счастливых съемок. Спасибо большое. Всего доброго. Здесь за пограничным постом заканчивается автомобильная дорога. До водопадов остается около 3 километров пешего хода, поэтому нужно немного запастись энергией и подкрепиться. Дорога до водопадов каменистая, поэтому обувь должна быть максимально удобной и прочной. В противном случае мозоли и ссадины вам гарантированы. Горные дороги часто размываются ливнями. После дождей здесь образуются небольшие реки, которые не так-то легко перейти. Ущелье до сих пор испещрено многочисленными тропами, среди которых надо отыскать ту, что ведет к Медограбинским водопадам. Эта дорожка значительно шире других. Узкий каньон, по которому пролегает тропа, заканчивается гигантским барьером из вертикальных скал, образующих природный цирк. Это и есть Медограбинская подкова. Полукруглый горный массив закрывает доступ к ледникам высочайших вершин Осетии – Чемарай-Хох, Зейгалан и Данжеты. С этих ледников и берут свое начало все Медограбинские водопады. Туристов здесь всегда много. Совместное путешествие – прекрасный повод для знакомств. Я из Донецкого края, у нас степи и терриконы шахтные. И тут горы, это же так здорово, это так классно, особенно для меня, равнинного жителя. Тем более водопад. Очень красиво. Не жалею, что ползла сюда в течение часа по воде, по камням. Заур Балаев – заядлый путешественник. К водопадам поднимался более 10 раз. Для своих друзей, которые здесь впервые, он сегодня гид. Здесь каскад водопадов в ущелье, называются Медограбинские водопады. И по-осетински как бы Мидагай-Рабней, внутри, в глубине, как бы переводится дословно. Это одно из самых красивых мест не только в Осетии, а в мире. Специалисты делят водопады на 2 класса – широтники и высотники. К первому классу относятся знаменитые водопады Виктория и Ниагара, а вот Медограбинские водопады – высотники. Медограбинская котловина больше похожа на большую каменную чашу, по стенам которой стекают водопады. Всего их здесь около 50, крупных – 15. 7 из них пересыхающие – это те, которые образуются после ливней или в результате таяния снега. Остальные – постоянные.
8 постоянных водопадов имеют свои названия – хрустальный, зеленый, мраморный, а этот называется Тахкадон, что в переводе с осетинского означает «летающая вода». И, наконец, самый мощный водопад – Большой Зейгалан. Именно к нему стараются подобраться поближе все туристы. Вот он, Большой Зейгаланский водопад, в переводе с осетинского «падающая лавина». Глядя на это зрелище, легко догадаться, почему его так назвали. Здесь вода падает с высоты 750 метров. Аналогов Большому Зейгаланскому водопаду в Европе нет. Это самый высокий водопад на континенте. Большой Зейгалан среди водопадов-высотников занимает 3-е место в мире. Он уступает лишь венесуэльскому водопаду Анхель и южноафриканскому Тугела. Брызги Зейгалана разлетаются на несколько метров. Ледяную свежесть водной пыли можно почувствовать около подножья отвесной скалы. За считанные секунды здесь можно промокнуть до ниточки. Так что, если вы не планировали принимать ледяной душ, советуем вам долго у подножья воды не находиться. Вода кристально чистая, ее можно пить. Это талая вода. А вот купаться здесь не советуют, опасно. Мощный поток может моментально сбить человека с ног. Кроме того, с уступов гор вместе с водой падают камни. Медограбинские высотники в мировой табеле о рангах не значатся и даже на географических картах не имеют названия, так как являются пульсирующими, сезонными. Пик развития водопадов приходится на июль, август и начало сентября. А с началом холодов потоки воды превращаются в лед. Здесь очень переменчивая погода. То светит яркое солнце, то все темнеет от густых дождевых туч. А затем грозовой ливень сменяется слепым дождем. Упоминание о Медограбинской котловине можно найти в статьях первой русской альпинистки Марии Преображенской. Гигантские водопады настолько ее впечатлили, что она написала статью. Однако рассказам Марии либо не поверили, либо не обратили на них внимания. Изучать эти места стали совсем недавно. Специалисты пока не могут ответить на множество вопросов. К примеру, почему водопады пересыхают с наступлением холодов, но при этом не мелеет река, которая питается ими. Есть предположение, что водопады имеют подземных двойников, но подтверждений этому пока нет. Необычайно красивые и полные загадок Медограбинские водопады привлекают ученых и туристов и по праву возглавляют список 7 чудес Кавказа.